а были Иран и Туран сплочены, не ведал никто ни вражды, ни войны. Туран на перса, таджикский язык Турон, страна туров, упоминаемый в Авесте и среднеиранской литературе исторический регион в Центральной Азии, населенный в древности скифскими иранскими племенами с общим названием Тура. Толковый словарь персидского языка Фарханги Анандрадж, составленный в 1888 году Мохаммадом Падшахом в Индии, уточняет территорию Турана следующим образом: и Туран не идентичен Туркестану. Когда эта область была завоевана арабами, стала называться Мавераннахром. Мавераннахр – это область, восточным пределом которой является Фергана, западным – Хорезм, северным – Ташкент, южным – Балх и Самарканд, и является крупнейшим регионом Турана. Этноним Тур впервые зафиксирован в Авесте в двух формах: более древние Терийном, наряду с этнонимами ариев на авестинский и арийном, и сайримов, авестинский с армейном, и более поздняя Тура. Последняя форма впоследствии легла в основу топонима Туран, который упоминается в древнеиранской мифологии и среднеперсидской религиозной и исторической литературе и документах, а также в средневековой персидской, арабо-мусульманской и среднеазиатской историко-географической литературе. Туранцами Тура 3000 лет назад, в момент формирования у части степных восточноиранских племен экономического уклада кочевого отгонного скотоводства, стали называть ираноязычных представителей данного вида хозяйственной деятельности. И первым нарекло туранским именем своих собратьев-кочевников, самоназвание которых – саки, само же восточноиранское оседлое население. В более поздние времена туранцами называли саков, массагетов, кушан, парфян, эфталитов и другие восточноиранские народы. Термин обозначал практически всю Среднюю Азию, где проживали эти народы. В персидской литературе широко освещена тема многовекового противостояния Ирана и Турана. Как хорошо, когда не меч, а мяч решает, кто сильней. С заложниками обошелся ты как друг. Ты хорошо украсил им невольный их досуг. Я счастлив сам, что здесь Иран с Тураном уж не друг друга бьют, а по мечу чавганом. Да. Но если бы вот так всегда решались споры, то, может быть, войн не стало скоро. Как было бы хорошо. Да. Иранский эпос разделяет иранский мир на собственный Иран, как правило, идентифицируемый с Иранским Нагорьем, и Туран, севернее Амударьи, примерно соответствующий нынешней Средней Азии. Эпический Иран – это страна мировых царств, первое из которых было основано Каюмарсом, легендарным соответствием первочеловека Гаюмарта, персонажа зороастрийской мифологии. Согласно преданию, иранский царь Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салму достался запад Айкумены, согласно другой традиции, Крайний Восток, Китай, младшему сыну царя Раджу, Иран. А Туру/Тураджу, среднему сыну царя, северные земли, которые и стали именоваться Тураном. Древние арии, предки иранцев и туранцев, называли свою страну Араним-Ваях. Название образовано от самоназвания всех древних индоиранцев и является или прилагательным «арийская страна», или генетивом «страна ариев» в выражении типа Авест. Айроним Дахиуном – страны ариев. Со времен ахеменидов название Иран закрепилось за государствами западноиранских народов, создавших мощные централизованные империи. Страна восточноиранских народов, Туран, была политически раздроблена на отдельные государства, такие как Сокт, Бактрия и Хорезм, а также между степными ираноязычными племенами саков, сарматов, юэйчжей, массагетов. Население Согда, Бактрии и Хорезма по языку изначально было северо-восточноиранским и, таким образом, близкородственным современному осетинскому языку. Известно, что Заратуштра обращался к сагдийцам и бактрийцам на своем родном языке, условно называемом авестийским. Он зафиксирован в гатах, являющихся наиболее древней частью книги Авеста, из-за чего язык и называется авестийским. Авестийский язык был северо-восточноиранским по типологии, и сагдийский и бактрийский языки, дошедшие до нас в письменных памятниках, также характеризуются как восточноиранский, первый – северной подгруппы, второй – южной. Раньше существовало мнение, что авестийский – это старобактрийский язык, но сегодня оно сошло на нет.
Различия между западноиранскими и восточноиранскими языками можно увидеть на примере сравнивания персо-таджикского континуума западный иранский с памирскими языками восточноиранский. В IV веке кушанов сменили новая династия эфталитов, хайталов, выходцев из Бадахшана. Генетическое и лингвистическое наследие древних туранцев в Таджикистане сохранено в виде игнопцев и памирцев, а также топонимики. Так, например, название современного памирского района Шубнан в Шахнаме приведено в более древней форме Шакнан со значением «страна саков». Судя по Шахнаме, исторический Шубнан наряду с Хуталаном, Вашгирдом, Шуманом, Чиганьяном и Термизом входил в состав царства Афросиаба, то есть Турана. Этноним саков также сохранился в названии Ишкашима на шкашимский язык Шкошим, административного района в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. По мнению исследователя Пахалиной, топоним имеет индоарийское происхождение и восходит к Индаар. Сак-Шама, где первая часть может быть истолкована либо как название страны, где жило племя саков, средний авестинский сак, название страны и народа, либо как название племени саков, а вторую часть можно сопоставить с санскр. Кашаем – земля, страна, и с производным от него современным индоарийским кшама – земля. В таком случае в целом слово сак-кшама, очевидно, означало страна саков, Скифия. Согласно энциклопедии Ирейникр, из-за проникновения тюркских племен в Центральную Азию, где, как предполагалось, жили туранцы, Туран ошибочно отождествлялся с тюрками, а Иран и Туран часто стали означать персов и тюрок, тогда как в оригинальной традиционной истории они представляют собой два иранских народа, оба из которых – потомки Фаридуна, но занимают разные области и часто воюют друг с другом, главным образом в результате кровной мести. Тем не менее, они имеют тесные отношения, и между ними случаются смешанные браки. Некоторые из героев персидского национального эпоса, такие как Кейхосров, Сиевуш и Сухраб, являются потомками персидского отца и туранской матери. Согласно научным данным, обитавшие в Туране противники Ирана были по происхождению иранцами, как оседлыми, так и кочевыми. Приведи Фарангиз. Построить хочешь новый град? Помочь я в этом буду рад. Я дам тебе старательных рабов. О, шах, я не терплю оков, цепей пусть самых дорогих, ни на себе, ни на других. Со мной 1000 бойцов, мне преданных всецело удальцов. Построит град их вольный труд, пусть вольно в нем они живут. Ну что ж, не хочешь быть со мной? Иди. Уйди в твой край степной. Но прежде, сын мой, оглянись, перед тобою Фарангиз.